испанцами. Да, вратарь Лунев. Но он уже тоже здоров, в принципе, выписывается через несколько дней из больницы. Голова у него там так мотнулась, я думал, что все. Ну там, конечно, нападающий испанцев сыграл слишком, скажем, опрометчиво, грубо, товарищеский матч ничего не мешало ему. Ну, того выпустили на замену, может оправдывать доверие тренеров. Он, представь, он без счета забил, да, и нашему тоже нельзя пропускать, потому что он тоже не основной игрок. Да. Ну, надеюсь, сегодня у нас, никаких у нас сложностей и проблем с травмами не будет. Вот. Так что, надеюсь, у нас трансляция пройдет отлично, оптимистично и без... Да. Так, доброго дня, любители русского хоккея, хоккея с мячом. Мы ведем свой репортаж из города Сыктывкар, где считанные минуты у нас остаются до старта матча «Строитель Сыктывкар» «Динамо Москва». У нас в студии Алексей Карпов и Андрей Панин. Здравствуйте. Вот у нас сейчас готовятся команды к выходу на лед, подтягиваются болельщики. Видим, что они в хорошем настроении. Пока трибуна еще центральная не заполнена, но это вопрос минут 10-15. Я думаю, уже к стартовым минутам будет трибуна забита. Выходной день, погода прекрасная, так что никаких сложностей с посещением стадиона нет. Ну и билет у нас вход свободный. Как считаете, Андрей, правильное решение сделать вход свободным? Я считаю, что очень правильное решение, потому что пока придут победы частые, то мы, конечно же, болельщики наши поймут, что нужно ходить на хоккей, и поймут, что нужно платить за этот хоккей. А на сегодняшний день, пока мы в стадии, значит, развития какого-то и начала участия в чемпионате России по Суперлиге, то людей нужно, значит, давать возможность посмотреть хоккей бесплатно. Ну, людей надо приучить к большому хоккею с мячом, приучить их к тому, чтобы ходить на трибуну не просто на игру, но и к победам нашим, да. То есть первая победа над Зорким уже, мне кажется, внесла свой вклад, и, надеюсь, Строитель на этом не остановится. Ну, главное, не сглазить. Да, пока наша команда играла в высшей лиге, сменилось целое поколение наших болельщиков. Теперь уже те молодые болельщики, которые были на трибуне, когда наша команда играла в высшей лиге, теперь они уже приходят со своими детьми, внуками некоторые. Поэтому, да, надо приучить наших болельщиков быть на трибуне и смотреть за этой красивейшей игрой. Тем более, хоккей с мячом. Да, тем более пока идет у нас такая поздняя осень, ранняя зима, на улице не так холодно, и я могу понять людей, которые боятся в минус 30 прийти, или как там играли несколько лет назад с Мурманом в минус 34, и то приходили болельщики, поддерживали свою команду. Вот, и сейчас у нас там минус 4, минус 5, это вполне такая хорошая погода, чтобы побыть на трибуне с друзьями, с семьей, поболеть за любимую команду. Но мы сейчас смотрим, разминаются у нас уже игроки, вышли уже на лед. Сейчас стандартная процедура перед игрой, построение, приветствие, ну и, собственно говоря, начнется игра. Нас ждет увлекательный матч. К нам приехала команда «Динамо Москва». Пусть это даже не та команда, которая была лидером в русском хоккее с мячом, но команда – это сплав молодости и мастерства. Помимо тех игроков, вратаря Рейна, Золотарева Андрея, Шабарова Сергея, капитана команды, Булатова Павла, которые защищают честь сборной России по хоккею с мячом. Здесь еще присутствуют молодые игроки, которых собрали в один клуб для того, чтобы они вместе играли, тренировались и участвовали в молодежном чемпионате мира. Это, можно сказать, молодежная сборная. Ну, вот про сплав молодости и опыта мы как раз общались накануне с вратарем Строителя Денисом Гутаренко. Он сегодня, кстати, не в основном составе, пропускает эту игру на скамеечке запасных. И вот он прямо так и признал, что «Динамо» — это не просто сплав молодости и опыта, это вот бесценного опыта в некоторых линиях. И мы понимаем, что защита и полузащита у «Динамо» — это, конечно, показательно во всех элементах. То есть
рядом с возрастными есть и молодые игроки. Республики Коми. Хотелось бы, наверное, видеть в следующий раз поющих хотя бы гимн России хоккеистов. Если так посмотреть в другой вид спорта, то вот недавно проходили стыковые матчи на чемпионат мира по футболу. Вот сборная Италии гимн свой поет шикарно. Но, надеюсь, все это у нас впереди. И давайте, предлагаю, пройдемся по составу команд. Начнем, пожалуй, с хозяев поля, с хоккеистов Сыктывкарского строителя. В воротах у нас Максим Шакиров, номер 20. Это для него вторая игра в этом сезоне. Напомним, он у нас защищал ворота Сыктывкарского строителя в матче против Уральского Трубника, который, к сожалению, закончился поражением с мячом, забитым за несколько минут до конца игры. Третий номер Иван Кораблин, пятый Роман Бояринцев, 8-й Артем Лихачев, 23-й Максим Зубарев, 37-й Евгений Леухин, 44-й Максим Немцев, 70-й, это первое парение в составе, в основном Максим Медведев, 71-й Антон Опенлендер, 77-й капитан команды Сергей Шибонкин и 93-й Денис Садаков. Конечно, обращает на себя внимание отсутствие в основном составе строителя Александра Ваюшина, который получил травму в прошлой игре с Красногорским Зорким, но по последней информации Александр уже идет на поправку, через несколько дней его выпишут из больницы, и уже, думаю, в следующей игре мы увидим его в основном составе. И, соответственно, место Александра Ваюшина у нас, получается, занимает Максим Медведь. Теперь, Андрей, пожалуйста, вам слово о составе «Динамо». Ну, московская «Динамо» играет в белой форме. 33-й номер вратарь команды Рейн Андрей, это опытный игрок. Номер 5 Андрей Золотарев, 46 лет, бывший игрок сборной России. И 24-й Александр Легошин, номер 91-й Артем Бутенко, номер 11-й Сергей Катугин, номер 18-й Сергей Шабаров, капитан команды, игрок сборной России. Номер 19 Михаил Сергеев, номер 31 Михаил Жданов, номер 32 игрок сборной России Павел Булатов, номер 7 Владислав Тарасов, номер 10 Кирилл Попеляев. Это стартовый состав основной команды «Динамо».
Смотрите, вот у нас строитель, в принципе, никаких сюрпризов не преподнес сопернику, да, ну, появление Максима Медведя, наверное, все-таки Максима Медведя, в первую очередь обусловлен все-таки травма Александра Иваюшина. Ну и в запасе, вот если так посмотреть, у нас впервые появляется Владимир Федосеев, который числится в этом сезоне еще и за «Строитель 2». Я так понимаю, впервые он у нас привлечен к игре, возможно, мы его увидим в деле. Но в целом, повторюсь, да, сюрпризов у «Строителя» нету. Можно ли назвать каким-нибудь сюрпризом стартовый состав «Динамо», или кого вы лично ожидали увидеть на поле с первых минут? Стартовый состав «Динамо», он точно такой же, как и был в предыдущей игре. Другое дело, что в команде «Динамо» есть частица нашего хоккея с мячом. Да, это сервисмен, я считаю, один из лучших сервисменов нашего российского хоккея с мячом. Это Александр Энгельсович Кононов, который начинал в команде «Строитель», массажистом, сервисменом, а теперь он еще и сервисмен сборной команды России. Нам это очень приятно. Эту команду готовит как психолог он. У него много разной методики для подготовки команды. Готовит форму для команды «Динамо». И вот уже первый угловой. Вот уже, да, у нас первый угловой. Стандарты, конечно, в исполнении «Динамо» это очень опасно. Уверен, что сейчас у нас будет Сергей Шабаров подавать, 18 номер, да. Между прочим, у него в этом сезоне уже 7 результативных передач за несколько матчей стартовых. И большинство из них это именно угловые. Например, в предыдущем матче сразу 3 мяча хоккеисты «Динамо» забросили именно после этого стандарта. Вот смотрим, у нас опасный момент, удар. Ну, на сей раз, можно сказать, удача на стороне сыктывкарского «Строителя». Но очень опасно было, пробили все-таки поворотом хоккеисты «Динамо». И мы забыли представить еще 2 команды, которые участвуют непосредственно в этой игре. Первая, это, конечно же, тренерская команда. Тренер сыктывкарского «Строителя» Павел Франц и тренер московского «Динамо» Эдуард Трифонов. Да, это воспитанник архангельского хоккея. Многократный чемпион страны. Многократный чемпион страны, чемпион мира. И этот человек знает хоккей изнутри, да. И старший тренер «Водника» с сезонов 2007 по 2010 год. С 2010 года Эдуард Трифонов был главным тренером «Водника». По итогам 13-14 годов команда «Водник» заняла 5-е место, после чего Эдуард Трифонов покинул команду и у руля московского «Динамо» с 2016 года. Ну и еще одна команда, от которой если не во многом, то, по крайней мере, точно многое зависит, это команда арбитров. То есть главный судья матча Сергей Горбачев, помощники судьи Александр Терентьев, Евгений Халдин и резервный судья наш сыктывкарский Юрий Габов. Ну вот сейчас в атака сыктывкарского «Строителя. И гол! Открывает счет у нас сыктывкарский «Строитель». 4-я минута игры, 1-0. Вот это начало. Молодцы наши Посмотрите, ребята. Комбинация-то как? Поймали команду «Динамо» на просто детской ошибке, прострел. Игрок стоял практически один, и гол. Молодцы. Да, Быстрый гол – это большое дело в этом увлекательном матче. Быстрый гол – это просто прекрасное начало, и «Строитель» у нас в этом сезоне уже радует стартовыми мячами. Вы смотрите, Максим Зубарев забивает. Максим Зубарев, который практически в прошлом матче с Зорким показал феноменальную игру, на его счету гол плюс результативная передача. И вот сейчас еще 1 балл за результативность в этом сезоне добавляет Максим Зубарев. Это у него 3-й мяч в этом сезоне и 2 голевых за 4 игры. Ну, посмотрите, все сделали для Максима Зубарева, остались на пятачке. Хороший проход Антона Оппенлендера, прострел и замкнул его. То есть мы можем еще результативную Антону Оппенлендеру, то есть у нас 2 лидера сыктывкарского «Строителя» сделали эту атаку. Антон Оппенлендер — это первая голевая передача в сезоне, у него еще 2 мяча. 2+1 уже, можно сказать, по статистике. Максим Зубарев 3+2, и он догоняет Дениса Садакова, у которого 1 гол и 4 результативных. Но вот сейчас было опасно возле штрафной «Строителя», но у нас защита бдит. «Динамо» без разведки. Без разведки атакует. Ну, нашим сейчас ребятам игра сама вся без разведки у нас стартовала, и прекрасно. Это интересно и зрителям.
И вот сейчас момент, Шакиров спасает. Команды уже играли между собой. Команды играли между собой знают, на Кубке России. Это 26 сентября у нас была игра в Ульяновске. Вот еще один опасный момент. Сейчас выкатывается у нас игрок Строителя в атаку. Хотя бы угловой бы заработать. Нет. Евгений Леухин хорошо простреливал. Номер. Да, Евгений Илюхин, наш новичок, можно сказать, кировчанин, всю карьеру провел в родине, вот, но уже успел, опять же, порадовать сыктывкарских болельщиков своим мастерством. Напомню, что именно он отличился в матче стартовом против Сипсельмаша. Но сейчас, к сожалению, не удалось ту атаку довести до результативного действия. Но игра уже, можно сказать, смотрится, и 1-0 это уже интрига. Это уже хорошо. Мы увидим, наверное, атакующий хоккей. Да, если вернуться к матчу кубковому, который у нас прошел в сентябре в Ульяновске, то он, конечно, закончился далеко не так, как хотелось бы нам. Он закончился с счетом 4-15 в пользу московского «Динамо». Отличился в составе Строителя как раз Максим Зубарев, который уже зажег свою фамилию на табло. Дубль Михаил Слитков оформил, он у нас сегодня на замене. И один мяч забил Никита Агафонов, тоже сейчас на замене. 7-й наш номер. Победитель первенства мира этого сезона среди юношей до 19 лет. У «Динамо» 5 мячей в том матче забил Павел Пожилов, который тоже начал этот матч со скамейки запасных. Это молодой игрок. «Динамо», как мы и говорили, это действительно сплав молодости и опыта. Кстати, тоже воспитанник архангельского хоккея. Если посмотреть из Архангельска. Да, если посмотреть на состав «Динамо», то как раз тут очень много воспитанников именно других команд. Политика «Динамо», в принципе, находит свои положительные моменты, то есть они берут лучших игроков. Ну, это базовая команда для молодежной сборной. Да, но так они и собирают их как бы с разных команд. То есть, например, тот же самый Павел Пожилов, он начинал в Воднике. В 2012 году, если уж речь пошла о нем, то он выиграл золото чемпионата мира среди младших юношей до 15 лет. В 2014 был вторым на Кубке Европы до 17 лет. В 2015 выигрывал второе место на Кубке Европы до 19 лет. А в 2016 году серебро чемпионата мира до 19 лет. Ну и стоит ли говорить о том, что когда у нашей команды серебро, то золото может быть только у одной команды, только у сборной Швеции. Ну, к счастью, в 2017 году на Сыктывкарском льду сборная Швеции потерпела поражение в овертайме, и мы стали свидетелями этой встречи. Атака «Динамо», и вот сейчас очередной момент, подставляли клюшку на пятачке, мяч прошел мимо. Да, «Динамо» старается атаковать. Конечно же, они играют на своем поле в тепличных условиях. У них закрытый большой, хороший каток в Крылатском. Вот. Здесь, конечно же, в таких условиях им потяжелее будет. Да, надеемся. Но они все равно стараются. Вот Шабаров ведет игру. Ну и погода. Передачу. Погода тоже. Наши стараются. Наши стараются переходить. Это Максим Немцев, 44-й номер. Нарушили на нем правила, я так понимаю. Задержка-то должна была быть. Мяч поэтому у Строителя. Коротко еще вот хотелось бы обратить внимание на вратарскую линию. Мы уже называли Максима Шакирова. Это второй матч для него в сезоне. У нас два равноценных голкипера, на мой взгляд. И Павел Яковлевич Франц дает поиграть и тому, и другому. Как, на ваш взгляд, игра обоих голкипера в этом сезоне? Вы же смотрели предыдущие игры тоже. Можно ли... Оба вратаря, конечно, очень хорошие, техничные. То есть предпочтение вы лично тоже никому не можете отдать. Реакция. Ну, то другого есть, ошибки были. Это было в первом матче. Поэтому тут, видимо, все-таки наши тренера доверяют и тому, и другому, и ищут что-то лучшее. Может ли это говорить о том, что пока еще тренерский штаб тоже не сделал конкретный выбор? Скорее всего, вот, на мой взгляд, это два равных вратаря, и которым дают играть, чтобы была практика игровая. Потому что если, допустим, все время используют одного вратаря, то другой вратарь потеряет практику. Я думаю, что это хороший выбор. И у нас есть тренер по работе с вратарями, это наш знаменитый вратарь Николай Зыкин, который помогает даже нам, в нашей школе, нашим вратарям, которые начали прибавлять серьезно уже
Значит, прогресс есть, да, прогресс есть, да. И со своими вратарями, вот я видел, что он очень много-много работает. Видно, что они перенимают опыт и, ну, дай бы бог. Ну, вратарская линия у Строителя мы отмечаем на хорошем уровне, но тут нельзя не сказать, наверное, слов о линии вратарей у московского «Динамо». Все-таки Евгений Рейн – это известный мастер, то есть опытный. Андрей Рейн, прошу прощения, провел свою карьеру не только в «Динамо», играл за «Маяк», за «Септильмаш». Игрок сборной Казахстана в прошлом, я так понимаю, все-таки в этом сезоне он не вызывался в состав команды. Был основным голкипером на чемпионате мира 2010 года, когда казахи стали 4-ми. Завоевал бронзу в 2012 году, когда казахи в матче за 3-е место переиграли сборную Финляндии со счетом 10-5. Наверное, самым памятным матчем в карьере Андрея Рейна, наверное, стал полуфинал того сезона, того чемпионата мира, когда Казахстан сыграл со сборной Швеции 4-4, и в серии пенальти только, в серии 12-метровых посематчевых ударов команда Швеции прошла. Но давайте отвлечемся. Вот у нас сейчас угловой зарабатывает Строитель. Угловые это всегда опасно. Хоккей с мячом, это угловой, это огромное количество мячей. Да. Всегда. Достаточно вспомнить, как Трубник разыгрывал угловые здесь, в Сыктывкаре. Ну да, Максим Немцев пробивал по воротам. Пробил мимо. Низом, да, прошел мяч мимо ворот. Так что, если возвращаться к Андрею Рейну, то это прекрасный вратарь, опытный. Ну, и даже он в первом мяче, который забивал Строитель, абсолютно не мог ничего поделать. Потому что это была 100% голевая ситуация. Это была ошибка обороны. Ошибка обороны. Да, конечно. Поэтому это детская, причем ошибка. Наш игрок просто направил мяч в пустые ворота. Да. Ну, а на замене у московского «Динамо» вратарь Алексей Барабанщик. Тоже молодой, перспективный вратарь, участник, призер Кубка Европы среди юниоров 2015 года. Там сборная России уступила шведам со счетом 3-4 в решающем матче. Но я думаю, что его на поле мы сегодня вряд ли увидим. Вот сейчас еще момент у ворот «Динамо». Там мяч по льду скакал, но в ворота «Динамо», к сожалению, не запрыгнул. И хотелось бы еще, наверное, даже отметить, что эти команды играли на Кубке России не только в этом году, да, но и в прошлом. То есть, когда Строитель, еще будучи командой высшей лиги, ездил на Кубок России впервые после долгого перерыва. И там матч, в общем-то, если честно, тоже закончился не в пользу сыктывкарского клуба. Там 8-0 победила «Динамо», 3 мяча забил Евгений Иванушкин. Но сам матч примечателен тем, что за московское «Динамо» играл Ренат Зиганшин, который сейчас у нас является хоккеистом именно Строителя. Начинает он с скамейки запасных, но я думаю, с учетом того, что скамейка запасных у Строителя не слишком длинная, то я думаю, что мы Рената Зиганшина обязательно в игре увидим. Что можете сказать об этом игроке? Смотрели уже за ним? И вот, пока тут опасная атака была у Строителя, пока рано что-то говорить про этого игрока. Давайте лучше посмотрим игру. Сейчас опять угловое. Опять, да, стандартное положение. И будет сейчас опасно. Так. Смотрим. Давайте, «Динамо» не надо ничего сейчас делать. Промахнитесь мимо мяча. И так тоже сойдет. В принципе, да? Хорошо, вышли. Выбежали, да, закрыли, собственно, угол для удара. Давайте сейчас посмотрим, наверное, повтор, да, вот розыгрыш. Идет у нас подача. Бросок. Удар. Снова у нас, в общем, отоборонялся Строитель неплохо на этом стандарте. Снег прекратился, сейчас, может быть, конечно, полегче будет командам играть. Я думаю, что тут даже больше полегче будет все-таки хоккеистам «Динамо». Наши-то уже привыкли к такой игре. Можно сказать, уже сыктывкарская погода. Да, «Динамо» тоже может играть навесными передачами, поэтому лучше бы, конечно, если бы матч развивался низом. Интереснее для болельщиков. Интереснее болельщиков, но сложнее для обороны Строителя. Я все-таки на этом буду настаивать. Не только сложнее для обороны, но и обороны «Динамо». Потому что мы
помним, в общем-то, что на хорошем льду, достаточно в Архангельске, у Строителя мало что получилось, но это, наверное, там общие были ошибки. Стал ли для вас, кстати, вот неожиданности результат Динамо в матче против Зоркова, который Динамо на выезде также проводили и проиграла со счетом 2-4, если не ошибаюсь? Ну, это то же самое, что мы сейчас только что говорили, что Динамо играет все-таки свои домашние игры в тепличных условиях, как называют их, тепличные условия. Это хороший лед, закрытое помещение. А когда выходят вот на открытый лед, то, конечно же, надо перестраиваться команде, и поэтому вот, опять же, трудности с командой «Строитель» на первых минутах, уже 16-я минута идет, они проигрывают 1-0. Ну, я бы сказал, что и наша команда уже 15 минут довольно-таки неплохо играет. Ну, и в обороне, и все-таки в атаке тоже есть рисунок, рассматривается. Кстати, вот если возвращаться к тому же матчу с Зорком, то там сразу две голевые передачи Шабурова в матче с Водником 3, вот как раз все угловые, и поэтому, повторюсь, каждую головой у ворот Строителя это потенциально очень опасная ситуация. Смотрим пока дальше за игрой. Тут нарушение правил в центре поля со стороны Динамо. Ну, конечно же, игрок показывает, что он не виноват, что якобы все, игрок сам Строителя упал. Но мы-то видели, что это не так. Болельщики, которые встретили гулом это решение, хоккеисты Динамо, тоже, наверное, солидарны. Болельщиков, кстати, добавляется. Да. Очень мы видим уже... Довольно-таки неплохо добавляется. Да, думаю, что еще подтянутся к концу первого тайма. Все-таки есть еще время подойти. Там на входе были всегда очереди у нас. Вот сейчас, пока мы говорим про болельщиков, была опасная атака Строителя, которую прервали игроки Динамо. Но опытная все-таки оборона у динамовцев. И не всегда они, к сожалению, будут ошибаться, как в первом случае. Наверное, просто еще не вошли в игру, не вкатались. Непривычно все. Первые 15-17 минут наши избрали очень хорошую тактику. Они все-таки даже дома играют вторым номером. Хорошо обороняются и контратакуют. Это принесло успех, значит, и принесет в дальнейшем. Динамо будет раскрываться, будет идти теперь вперед, потому что они проигрывают. Ну, Динамо очки терять нельзя. Динамо нацелено на плей-офф. У Строителя такой цели нету, мы же это понимаем. У Строителя цель закрепиться в Суперлиге, порадовать болельщиков победами, попытаться где-то там поближе прийти к зоне плей-офф, обогнать несколько команд. Ну, не будем, может, говорить о каких конкретно, да, то есть сами все понимаем. Вот, но нету такой цели, что прям вот войти в плей-офф в первый сезон. Я считаю, что главная цель это найти свою игру, создать команду и в каждой точно игре играть на победу, и тогда придут эти победы. Ну, Павел Яковлевич еще на предсезонной пресс-конференции говорил, что у нас нет задач, мы не строим такие далекие цели. Вот сейчас вот ошиблись опять в обороне динамовцы, и будь чуть порасторопнее нападающий Строителем, мы уже увидели бы 2-0, наверное. Ну, да, как-то не очень. Не всегда очень хорошо сыграл вратарь команды Динамо. Да. Появилась возможность, но не получилось. Мне кажется, никто не ожидал такого момента. Поэтому не хватило, да, действительно удачи, концентрации в нападении. Там Строитель просто обозначал прессинг. Получилось, что можно было и выйти еще 1 на 1. Но пока Динамо привыкает к этому, к нашему льду, потому что свой лед у них очень идеальный. Я несколько раз был на этом стадионе и сам даже стоял на этом льду. Там лед, конечно, вообще идеальный. Спортивный комплекс Крылатска идеальный не только в хоккее с мячом, там просто идеальный спортивный центр по всем направлениям, которые там представлены. Бьют рекорды и конькобежцы, правильно? Да, там и мини-футбольное покрытие, просто шедевральное. Это люди, которые приходили на соревнования в тот комплекс, просто в восторге. И, ну, будем откровенны, небо и земля по сравнению с тем, что мы видели. Сейчас Динамо заброс в штрафную площадку, там борьба за мяч. Пока хорошо наши защитники справляются. Вот если вспомнить первый матч, да, который был на Сыктывкарском льду, да, тут титры у нас показывают, что Артем Люхачев получил красную карточку, но это, видимо, ошибочка, да, потому что синяя карточка, красную тут не за что было давать. Все-таки хочется верить, что это оплошность, а не удаление до конца матча в составе Строителя.
Вот, то есть в матче с Сипсельмашем хоккеисты-строители вот с верховыми передачами как раз не справились. Ведь большая часть мячей были забиты вот по шаблону. Верховая передача, выход 1 в 1, 2 в 1, и там Сипсельмаш неизменно забивал. Ну, там ошибки наших защитников были, и там очень хорошие нападающие, которым нельзя давать ни Леонову, ни... Ну, будем откровенны, что у Динамо тоже нападающий не хуже. Ну, я тоже так думаю. Ну, видимо, они сделали какие-то выводы, да. И сейчас много занимаются на тренировках этим, поэтому я думаю, что все будет нормально. Поэтому Динамо верховые передачи отставить не пройдут. Ну, главное, чтобы низом тоже не проходили. Сейчас на дальнюю штангу был прострел, там одинокий игрок Динамо был готов замкнуть ему. Вот, да, видим исправление, все-таки удаление на 10 минут в составе Сыктывкарского строителя. А строители в меньшинстве атакуют. Ну, все-таки хоккей с мячом, меньшинство это не так ярко проявляется, как в хоккее с шайбой. То есть мы видели прекрасно, как могут хоккеисты в 8 полевых играть, и даже в 7 полевых играть в атаку. Но вот Зоркий в прошлой игре в 8 полевых пытался идти вперед. Ну, их тоже можно было понять, счет был 3-1, когда они остались в таком составе, пытались спасти игру. Ну, надеюсь, что это удаление сейчас на игре не скажется. Динамо пока пришло на чужое полное поле, но не дает пройти. Пока по одному почему-то играет команда Динамо, это, конечно, будет нам на руку. Ну, одного-то мы сидим. Да, нет, по одному, видимо, без каких-то передач, поэтому пусть так пока играют. Согласен, пусть вообще весь матч так будет. Нас вполне устраивает этот счет. Ну вот дальний удар, Максим Шакир на месте. Молодец, вратарь, хорошо среагировал, поймал этот мяч. Убить нельзя давать, даже с такой дистанции. Максима Шакирова, исходя из фамилии, против в команде Шакира, в честь известной колумбийской певицы. Интересно, если матч закончится положительно. Да, мне хороший это вратарь, высокий, большой высокий вратарь, поэтому это не игрок. Ну, по игре к нему, в принципе, претензий не было в матче с Трубником, кроме вот, наверное, мяча, который со свободного удара забивал Трубник. Ну, особенно в первой игре у нас играл в воротах Денис Денис Гитаренко, там, конечно, претензии есть. Там первый матч, видимо, волнение стартовое было. Ну, можно сказать, что по первому матчу, в принципе, у всех здесь было волнение, и у обороны, и у вратаря. Но вот по игре с Зорким, где тоже... Ну, он так в течение всей игры не справился с этим волнением. Поэтому, да, к сожалению. Но в матче с Зорким мы уже видели, что Денис уже с этим волнением справился, преодолел себя. И там действительно спасал. Очень хорошо играл, да, молодец. Да, там были моменты у Зоркова и при 1-0, и при 3-1, когда в самой концовке Зоркий пошел всеми силами в атаку. Была даже немножко нервозность появилась в составе, в действиях команды, но вратарь справился со всеми моментами, показал то, что он достоин играть в основе. Но сегодня доверил Павел Яковлевич место в воротах Максиму Шакирову, чтобы не потерял игровую практику в том числе. Вот, ну и да, мы уже говорили, что вратари у нас равноценные, поэтому на это можно такое пристальное внимание не заострять. Но на пресс-конференции мы, конечно, по итогам игры спросим, чем был обусловлен выбор. Вот, пока у нас игра довольно равная, борьбы очень много на всех участках поля. Динамо доходит до лицевой линии. Вторая половина первого тайма пошла. Сейчас самое опасное время, когда в прошлой игре, конечно, наши немножко встали на этих минутах. Зоркий там перехватил я каким-то с волнением смотрю за игрой наших игроков. Но сейчас пока я вижу, что наши ребята хорошо двигаются. То есть подготовились к этому матчу они лучше, чем к команде Зорки. Ну, в том матче, в прошедшем, и на итоговый успех повлияло то, что в концовке все равно Строитель смог эту инициативу выровнять и забросить свой второй мяч. То есть уходили на перерыв довольно уверенно. 2-0 это хороший счет. Ну, пока 2-0 нам поэтому сценарию подумать. Этот матч, то он тоже принесет успех, я думаю, нашей команде. Да, мы пока смотрим, что у нас Денис Садаков готовится выйти на замену. Это тоже у нас новый игрок. В этом воспитанник кировского хоккея с мячом. Провел довольно много времени именно в Кирове.
выступал за родину. В прошлом сезоне выступал за финский Акелес. К слову, о Денисе Садакове можно отметить, что у нас тоже у него двойное гражданство, он тоже заигран за сборную Казахстана. И вместе с еще одним игроком из строителей, Сергеем Филатовым, защитником, они выступали в 2011 году за свою сборную. Причем неплохо так выступали. Это был чемпионат мира среди молодежных команд до 23 лет. На предварительном этапе обыграли сборную Финляндии 1-0, проиграли шведами сборной России. А вот непосредственно в матче за третье место уступили команде Финляндии со счетом 4-7. И Денис Садаков и Сергей Филатов были основными игроками той сборной. Так что, можно сказать, они друг друга знают уже давным-давно, с 2011 года. 6 лет уже прошло. И вот, наконец-то, снова воссоединились. Еще один опасный момент был у наших ворот. Пока, слава богу, что все обходится. Но игра все равно пока смотрится на равная. Тут пока даже добавить нечего. Надеемся, что все будет прекрасно. Самое хорошее то, что движение хорошее в нашей команде. Они не уступают скорости. Скорости не уступает, но Динамо. Опять же, бросает Динамо, бросать должны. Не с удобных позиций. Контратакуют наши, ничего. Я думаю, что все будет нормально. Вот сейчас как раз одна из контратак строителя. 23-й. Зубарев опять. Номер, да. Прорывался Максим Зубарев. Тоже, кстати, вот сейчас атака мимо, практически прямо со штангы проходит мяч. После броска, после удара Динамо. Вот. Максим Зубарев, кстати, тоже же кировчанин. И кировчан у нас достаточно много. И как в составе встретил, давай посмотрим. Момент, вот. Да, рядом со штангой стороны сетки мяч коснулся. Но так, если посмотреть на реакцию вратаря, то контролировал момент. И я думаю, что если мяч бы летел в ворота, то он все-таки шокировал бы, справился с этим ударом. Вот. И повторимся, да, что очень много кировчан не только в составе строителя, но и в составе московского Динамо, тот же самый Дмитрий Барбаков, нападающий, который в этом сезоне перешел в состав Динамо из Родины, как свободный агент. Я так понимаю, что хотели, конечно же, его видеть в своих рядах и мы, но Динамо все-таки предложило более комфортные условия. Ну, в принципе, на Грек жаловался. Два игрока из Родины спокойно перешли к нам в состав. Стали основными, в частности, как раз. Да, лет 15 назад наши игроки мечтали о том, как бы поиграть в команде Родины Киров. Сейчас вот и обратная реакция пошла. Это всегда так бывает. И это приятно, что теперь игроки Кирова, там очень прекрасная детская спортивная школа, которая каждый год дает команде мастеров хороших уже таких зрелых ребят, хоккеистов. Поэтому мы видим, какая в Кирове поддержка для своих молодых воспитанников, в том числе не только у тренерского штаба, но и самих родителей. То есть на соревнования, которые проходят. Вот сейчас момент у ворот строителя. Вот это сейв. Молодец. Просто как шокирище, если использовать. Шокиров, да. Выручил, просто выручил команду. Вот это вот еще раз показать. Давайте сейчас посмотрим. Но это, да, тут момент действительно был стопроцентный Динамо. И заслуга обороны и вратаря, что прежде всего вратаря, конечно, что счет не стал равным. Вот. Да, вот матч. Первый тайм, 20-30 минута идет, и уже появляется все больше и больше моментов. Вот, честно, вот сейчас можно сказать, что Динамо на гол наиграла. Абсолютно будем, без всяких претензий, справедливости. Наиграла сейчас вот этим эпизодом одним. По голевым моментам 1-1, по счету 1-0. У нас там еще вратарь. Надо еще ему забить, все правильно. Защитники сыграли неудачно, но вратарь выручил, это очень хорошо. Вот все больше и больше. Динамо наседает на ворота. Да. Ну, опять же, удаление в составе строителя небольшой роль все-таки влияет. Артем Лихачев у нас в этом сезоне основной игрок. Наш, что очень вдвойне приятно, да, что сыктывкарский воспитанник. У нас сыктывкарских воспитанников, конечно, сейчас в составе не так уж и много. Вот Иван Кораблин, третий номер.
Да, Иван Каравин, Сергей Елфимов, который начинал этот. Я думаю, что сегодня еще и Федосеев, и Агафонов Никита выйдет, помогут команде, поэтому я думаю, наши ребята тоже задействованы, местные Ну, воспитанники. пока, да, но на ведущих ролях у нас все-таки это, конечно, Кораблин или Лихачев. Ну, и с другой стороны, Роман Бояринцев, он хоть и не наш воспитанник, но он для светофарской публики, для светофарских зрителей реально уже давным-давно стал своим. Да, он очень много отдал лет. Я вот даже отмечу вот такой небольшой факт, наверное, могу ошибиться в статистике, но когда московская «Динамо» впервые после паузы, когда они в 2001 году вылетели из Суперлиги, ну тогда еще высшей лиги, да, когда вернулись в элитный дивизион, и это был матч открытия того сезона, 2005-2006 год, «Динамо» его выиграла 9-2, вот даже в том матче за Сыктывкарский «Строитель» играл Роман Бояринцев. Это показатель того, что человек действительно глыба, фундамент для отечественного, для нашего. Да, стоит понаблюдать за нашим защитником под 5-м номером. Роман никогда не позволяет себе играть плохо. Он играет всегда хорошо на поле, и если у него что-то не получается, он своей самоотверженностью все это покрывает. Ну, и если уж зашла речь о кировчанах, то справедливости ради отметить, что Роман Бояринцев тоже воспитанник Кировского. Вот, да, сейчас он посмотрел, сезон 2005-2006 год, Динамо выиграла его с третьего, со счетом 9-2, это был первый матч с Сыктывкарем, первый матч сезона. И еще этот матч примечателен тем, что в его течение 400-й свой мяч в чемпионатах России забил Сергей Ломов. Сейчас на его счету, конечно, уже 1000, и за 1000 перевалило, но тот гол стал юбилейным, 1000-м. Всего он в той игре забил 4 мяча в ворота Строителя. Ну а ответный матч в том сезоне «Динамо» выигрывал со счетом 17-1. То есть, если в принципе углубляться в историю, то в новейшей истории клубов, если мы будем брать отчет 2005 года, то «Строитель» ни разу не выиграл московскому «Динамо». То есть 17-1 это довольно-таки крупный, рекордный счет. Но зато раньше, в 90-х годах, ситуация была, конечно, кардинально противоположной. Но с тем «Динамо», которое было в 2005-2006 годах и дальше, было довольно трудно бороться не только там сыктывкарскому «Строителю», но и всей стране. Да, всегда была хорошая команда. Когда она играла на высших дивизионах, было время, когда они играли в первой лиге отечественной. Вот это вот они в 2001 году вылетели, да. А когда они играли, это всегда было очень великолепная команда. Вот. Лидеры нашего русского хоккея. В 2001 году, кстати, извиняюсь, там «Динамо» вылетело с 3 очками, одержали всего одну победу над Оренбургским «Локомотивом». И более того, 3 очка, которые у них были, у них еще и сняли, там на них штраф наложили в 6 очков за несвоевременную уплату взносов. То есть можно даже сказать, что в -3 закончили «Динамовцы» этот сезон, перешли в высшую лигу, но вот в сезоне 2005 было принято решение возродить команду, и, насколько мы помним, там в Москву переехала половина архангельского «Водника», которые до этого были непобедимыми не только на внутренней, но и на международной арене. Тот момент у «Строителя», выход 1-1! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот и Андрей Рейн показал, на что он способен. Но конечно, атака продолжается. Будет ли сейчас еще? Без зуба сыграл наш нападающий, который выходил на 1-1. Бесхитростная, да, бесхитростная. Зубы-то у него есть, а вот хитрости. Ну там опытный вратарь. Так-то. Опытный вратарь отразил. А нужен был бы, конечно, сейчас этот гол. У нас Денис Садаков, наверное, не ошибается, сегодня 93-й номер. У него в этом сезоне лучше передачи вот, получается отдавать голевые результативные. А вот сейчас вот что вот это было? Ну вот мяч у вратаря «Строителя», вот что творит нападающий «Динамо». Ну абсолютно. Могут удалить. Да не, ну за такое вообще в принципе надо удалять. Ну мяч у вратаря, что ты делаешь-то, а? Куда едешь? Абсолютно не понимаю такие эпизоды. Вот мы вспоминали перед игрой сборную России по футболу в матче со сборной Испании, когда нападающий Родриго нанес травму Луневу. Здесь хорошо, что не все так серьезно. Но опять же, что здесь вратари в шлемах. Да, и в перчатках. Такие получше, понадежнее.
Ну это действительно, ну, это некорректная игра. Ну как так можно? Мяч уже не у тебя, ну убери ты ногу тут. Ее же потом могут оторвать болельщики на выходе со стадиона. Это уже 36-я минута пошла. Видно, что наши ребята лучше настроились на этот матч. Динамо все-таки пытается что-то предпринять, но появляются моменты, но наши настрой лучше. Это вселяет надежду. Очень даже хорошо, что наши ребята Вот так сейчас настроены. свободный удар Динамо. Максим Шакиров стеночку выстраивает. Будет удар. Там не дают мячу до ворот-то дойти. Угловой? Сейчас довольно спорит там что-то. Угловой удар. Не понравилось Означает. никому решение арбитра об этом угловом. Хотя, в принципе, что спорить. Судья всегда прав, как... Сейчас нашим ребятам надо собраться на это угловой и не дать. Не, нужно его сохранить реализовать. победный счет до перерыва. Не дать его реализовать. До перерыва нужно удержать. Если не развить, конечно. Но развить был сейчас шанс. Денис Садаков не переиграл Рейна. Вот все-таки сравнивая счет Динамо с этого углового. Обидно. 1-1 у нас. Ну, стандарт. Угловые удары это очень опасно. С них тут надо на них выходить очень Динамо, хорошо. повторимся, да, мы уже говорили, что половина мячей в этом сезоне забивается с угловых. Ну, тут, да, обидно. Был только что шанс сделать счет 2-0. Вместо этого получаем 1-1. Ну, сейчас смотрим, да. Не забиваешь ты, забудь тебе. Вот, пожалуйста, 4-й номер. Не, 7-й же бросал. 7-й номер? Нет, 4-й номер. Давайте еще раз посмотрим, Сейчас, чтобы не спорить, да? 4-й номер, вот он, пробил и был. 4-й, да, Иван Щеглов, защитник. Этот Иван Щеглов, это опытный игрок. Выступал у нас... с Красноярской школы хоккея. Выступал за Металлург, за Енисей, за Саяна Хакасию, Динамо Казань, за Архангельский Водник. И вот сейчас выступает в московском Динамо. Я так понимаю, еще один угловой. Да? Или нет? Свободный, нет. Да. Свободный всего лишь. Ну, свободно это не так, тоже конечно, опасно, но все равно, да, момент может возникнуть. Ну да, опять спорное решение, так понимаю, да? По мнению игроков-строителя. Да, и еще один стандарт. Угловой опять. Еще один стандарт. Ну, точно такой же, да. Вот, ну, не хотелось бы, чтобы повторялся сценарий матча с Трубником. Хорошо на угловую, на защитникам нашим самоотверженно ложиться под мяч, поэтому тут вот как другого не бывает. Давайте смотрим за этим моментом. Еще один угловой Динамо будет подавать с левой точки от вратаря. Высказывает арбитр матча игрокам Динамо, чтобы они раньше времени не въезжали в зону. Ну, здесь все хорошо в этот раз. Даже Максим Шакиров у нас в игру не вступал. Ну и замечательно. Чем меньше вратарь вступает в игру, тем лучше. Потому что даже простой удар по такому непростому льду может трансформироваться абсолютно нелепо, случайность. Ну, пока можно говорить про 1-1. Это довольно все-таки приемлемый для нас счет. Но, конечно, действительно хотелось уйти на перерыв в роли лидеров. Да, счет по игре. Ну, мы говорили, что Динамо на свой мяч наиграл. Ну, объективно. На 1-1, ну, ничейный счет, он пока закономерен. Незакономерно, конечно, то, что Динамо зарабатывает еще один стандарт. Это уже с другого фланга сейчас будет угловой. То есть обложили нашу концовочку. Концовку наши ребята очень плохо доигрывают. Дотерпеть надо просто, мне кажется. Сейчас дотерпеть. Это опасно. Все-таки, наверное, рассказывается короткая скамейка запасных. Неравноценная, я бы сказал даже. Потому что у нас все-таки больше молодежи на скамеечке. Вот момент. Слава богу, все у нас снова сохраняется счет неизменным. Не возникло особой такой опасности после этой подачи. Болельщики у нас включились, поддерживают свою команду, гонят ее вперед. Хоккеистам вдвойне приятнее играть, когда чувствуют, что за них переживает толпа. Сейчас, наверное, должно быть, конечно, нарушение правил.
хотя, может быть, просто игрок не видел, получился зацеп, в результате чего игрок Строителя упал. Посмотрим. По флангу прорыв Строителя. Это Артем Лихачев. Да, публика не согласна. Мяч уже на чужой половине поля. Роман Бояринцев опять разряжает обстановку. Молодец. Довольно уверенно Роман Бояринцев играет. Выбрасывает мяч. А так-то пас был забросик опасный в штрафную площадку Строителя. Снова спотыкается с мячом. Фланговым игроком у нас, по-моему, все Лихачев сейчас выступает. Сбивает его, он вылетает за пределы поля. Ну, Артему не привыкать. У нас боец, несмотря на свой довольно молодой возраст. А все те же проблемы нападения нашей команды. И за счет полузащитников очень тяжело, конечно. Что-то созидать, что-то добиваться какого-то там голевого момента. Поэтому в концовке матча наши ребята не устают. Ну, опять же, сказывается все равно, что не хватает у нас Александра Ваюшина, который получил травму глаза в игре с Красногорским Зорким, преградив путь мячу. Я говорю про нападающих, Ваюшин тоже полузащитник. Ну, Ваюшин у нас все-таки более атакующий полузащитник, атакующего типа. Вот сейчас еще одно повреждение у игроков в составе Строителя. К сожалению, пока не видим. Зубарев как раз получил, да, Зубарев травму. Но вроде все обошлось, то есть поднимается самостоятельно, помощи врачей не требуется. Вот, ну и хорошо. Да? Еще одного игрока терять по ходу такого важного матча никому не хотелось бы. Хоккей с мячом — это контактный вид спорта, это не только хоккей. Но это не шахматы, да? Да. Поэтому больно бывает всегда. Главное без травм. Главное пожелание всегда перед каждым матчем. У нас тут добавленное время будет в этом матче. Сейчас только от судьи зависит, сколько. Но уже объявили, что дополнительное будет. Поэтому чуть больше, чем 45 минут в первом тайме отыграем. Хотелось бы видеть Строитель в атаке в эти минуты. Сейчас атаку Строителя прерывает оборона Динамо. Кирилл Попеляев сейчас пытался вывести мяч на чужое половину поля. Да, уже вывез, да. Уже вторая половина, конечно, с преимуществом Динамо прошла. Больше они атаковали. Ну, сейчас видим, тут обсуждают тренерский штаб Строителя, да, вот. Что делать-то? Ну, они придумают сейчас перерыв. Сейчас перерыв, да. Отдохнут, придумают, что делать. Половина, да, действительно. Первая половина и вторая половина первого тайма абсолютно разные. Главное, чтобы до игроков это все дошло, и они поняли, как надо. Надеюсь, что все-таки пятый матч Строителя, и вот сейчас момент такой неожиданный, там мяч мог заскочить в ворота. Ну вот, пятый матч Строителя, и все-таки, надеюсь, игроки уже понимают, что от них требует тренерский штаб в каждой конкретной ситуации. Вот. Но общаясь мы опять же с ребятами после матча с Водником, они признавались, что установку на матч не получилось выполнить. Но по игре с Зорким было видно, что удалось Павлу Яковлевичу достучаться до ребят. Павел Яковлевич, он же тоже, скажем так, человек, который связывает две команды, которые сегодня играют. Павел Яковлевич Франц играл уже за московское «Динамо». Как раз в тех сезонах, когда «Динамо» вернулась в элиту хоккея с мячом отечественного. И более того, даже вот в том же самом матче 2005-2006 года он играл. Павел Яковлевич был профессиональным хоккеистом, и он играл в многих командах, поэтому тут играть одно, а сейчас тренером быть в команде «Строитель». Сейчас, если у нас появится хороший нападающий, тогда у нас команда совсем изменится. Ну, за «Динамо» Франц выступал у нас с 2005 по 2010 год. Непосредственно. Становился чемпионом России все эти годы. Команда в обороне играет все лучше и лучше с каждым матчем. Ну, опять же, не зря же считается Павел Франц одним из лучших защитников в истории хоккея с мячом. Ну что, а игру в обороне мы от него ждем, именно поставленную для команды. Поэтому, и опять же, в список 22 лучших игроков сезонов Павел Яковлевич включался 11 раз. Это показатель игрока. Я думаю, что свою философию, свое видение игры
прежде всего в обороне, он до команды доносит. Ну и перед сезоном, опять же, мы общались с Максимом Ненцевым, нашим игроком, который перешел из Нижегородского Старта. Для него переход в Строителей был прежде всего связан с возможностью играть под руководством Павла Яковлевича. То есть это такой комплимент от игроков, показатель того, что ребята хотят играть в Строителей. И Павел Франц — это фигура, которая их привлекает здесь. А я думаю, что по итогам этого сезона, если команда будет играть так, как она играет в последних матчах, ну вот как играет Зорким, как играет начало вот этого матча, то я думаю, подтянутся, захотят люди играть в Строителей из других команд. Потому что у нас есть желание. Мы с нетерпением ждем приезда сюда к нам с ТФК хороших команд, конечно, которые борются за самые высокие места. Вот так, тут будет, конечно, можно будет посмотреть, к чему способна наша команда, к чему она идет. Ну, на фоне, да. Но тем временем... Вот первый тайм закончился. Да, первый тайм у нас завершился, 1-1. Можем говорить, что довольно комфортный счет для ТФКарского Строителя. Но все-таки осадочек от концовки остался. Согласен, что в конце первого тайма чуть-чуть сдали хозяева поля. И, возможно, даже игроки «Динамо» сейчас уходят со льда и понимают, что вот в концовке первого тайма они могли переломить ход матча. Единственное, что мы для себя сейчас сделали вывод, что с этой командой играть можно, и можно ее побеждать, надо только прибавить. Да? Прибавить в игре в контратаке именно. Потому что вот посмотрите, какие ошибки допускает «Динамо», и забить этой команде можно, и нужно даже, и нужно ее сегодня выигрывать. Давайте отдохнем и будем вернемся наблюдать, после перерыва. будем наблюдать за этим интересующим матчем. Да. Пусть стоит.
Максим, старший на Казанскому Макаровску. Максим.
Сыктывкарский Строитель принимает на своем поле московское «Динамо», и команда уже на льду. Вышли из трибунных помещений. Вот видим, как Роман Бояринцев что-то объясняет Сергею Елфимову. Тонкости игры в хоккей с мячом, видимо. Считанные минуты остаются до начала второго тайма. Счет, напомним, 1-1. В конце первой половины игры «Динамо» после розыгрыша углового сравняла счет. Да, погода немножко стала лучше, снег прекратился, и мы будем сейчас, я думаю, наблюдать зрелищный, скоростной, да, хороший хоккей, потому что все начинается сначала, счет 1-1. Да. Хотелось бы сказать, что хоккей на радость болельщикам. У нас болельщики в перерыве хорошо провели время, провели для них интересные конкурсы с призами, с атрибутикой хоккейного клуба «Строитель». Это показатель того, что клуб работает со своими болельщиками, любит их, ценит их, но и они награждают команду тем, что приходят на трибуну. Это здорово. Да, для нашего города такое количество болельщиков, это хорошо. Да. Ну и заодно хотелось бы извиниться, наверное, перед ними. Назвал толпой их в первом тайме. Непроизвольно, поверьте. Так, команда готова к началу второго тайма. Судья проверяет готовность вратарей. И вот и раздается стартовый свисток. Начинается вторая половина игры. С центра поля развел Сыктывкарский Строитель. Вот, говорили мы о том, что команды эти впервые в новейшей истории сыграли в 2005 году. Так вот, любопытный факт, что в том матче в воротах Строителя играл Николай Зыкин, который сейчас у нас является тренером вратарей, мы о нем уже вспоминали. На поле выступал легенда сыктывкарского хоккея с мячом Алексей Другов, который входит в тренерский штаб. Роман Бояринцев, Александр Мальцев, который тоже входит в тренерский штаб. А запасным вратарем был у нас Константин Агафонов, текущий директор хоккейного клуба «Строитель». Так что вот такая вот хорошая компания была в том году на льду, и она осталась верна своим цветам, верна хоккейному клубу «Строитель». Ну и, как говорили, да, за московское «Динамо» выступал Павел Яковлевич Франц. У нас пока начало игры такое, начало второго тайма спокойно. Вот сейчас заброс был опасный в штрафную площадку «Строителя». Да, по такому же плану продолжается не игра. Меняется, да. «Динамо» старается атаковать, просто старается. Ну, такого ничего опасного нет. Вот, правда, ну, заработали, да, угловое стандартное положение. Шабаров опять готовится подавать. Такой штатный подносчик снарядов для своих игроков, для своих партнеров. Опасно. Ну, очень точно у него подача, выверенная. Ну, и хорошо, что все завершилось хорошо, скажем так. Московскому «Динамо», кстати, принадлежит рекорд по
самому крупному счету в истории Суперлиги России. 41-0 с таким счетом московская «Динамо» обыграла в 2006 году Оренбургский «Локомотив». Там была такая не очень веселая история, что на матч с «Динамо» не успела основа «Локомотива». И пришлось Оренбургу в срочном порядке 17 человек заявлять на сезон, дублеров, молодежную команду. И вот эти 17 дублеров в Крылатском уступили с неприличным счетом. Команда «Динамо» тогда была довольно-таки не такая, как сейчас. Были сплошные чемпионы мира, была базовая команда сборной России, поэтому такой результат. Да, ну а под брендом «Динамо» «Строитель» тоже выступал в свое время. Это сезон был 2007-2008 год. «Строитель» его провел под названием «Динамо Сыктывкар». Смена тогда в названии была вызвана масштабными планами по преобразованию клуба. Поддерживал тот проект министр внутренних дел Республики Коми, который, к сожалению, не смог свой проект воплотить в жизнь. Ну а вот сейчас, да, опасный был удар, и заставили прыгнуть вратаря московского «Динамо» Рейна. Ну, мяч прошел проводил мимо. Этот мяч прошел мимо. Проконтролировал, да, ситуацию. Да, но удар был хороший. Вот, ну и в 1977 году, да, тоже ходили слухи о приглашении в «Строитель», в «Динамо» «Строитель» легендарного тренера Владимира Янко, который вывел в свое время сыктывкарский «Строитель» в высшую лигу, работал с ним в конце 80-х. Но, к сожалению, тогда планам не суждено было сбыться. Остается только пофантазировать, что бы было, если бы, как говорится. Ну, уже опасно сейчас было у ворот «Строителя», но все под контролем Максима Шакирова. На своей половине поля Сыктывкарцы держит мяч. Ну, вот переходит в атаку. По центру поля прорыв, сбивает игрока. И где реакция? Нет реакции. У нас безнаказанным остается этот эпизод. И уже ответная контратака московского «Динамо». Тоже падение и тоже безрезультатно. В общем, дают побороться арбитры. За 1 минуту два опасных момента и у тех, и у других ворот. Но здесь, вот, здесь атака не завершается. Здесь судьи поставили пятак. Да, штрафной удар очень тоже опасно. Сейчас надо стенку хорошо ставить. Вот Ваня Кораблин, значит, посмотрел на вратаря. Ну, стенка сейчас хорошо сыграла, поставлена, да. Ноги сомкнули, не дали как пройти мяч низом. Не удалось пробить. Это в футболе там стенка может подпрыгнуть. Здесь мы, конечно, такое вряд ли увидим. Стенка, она не рассыпалась, осталась таковой, и все хорошо. Перехватывает сейчас «Строитель» мяч в центре поля. Пас хороший, хорошо смотрелся, но не откликнулся. Не точный пас был. Не точный пас. И в зону не в ту пошел, куда открывался игрок. Можно говорить, наверное, о том, что и пас не точно, а можно говорить и о том, что открытие пошло в другую зону. То есть, виноваты оба, на самом деле, и дающий, и принимающий. Пока нету, видимо, еще того взаимопонимания. Виноват тот, кто отдает, конечно. Отдавать можно в любые зоны. Главное в них еще заезжать. Правильно, надо правильно открыться, естественно. Вот. Но здесь можно сказать, да, что открывался чем хорошо. Чем больше будет точных передач, тем будет интереснее игра и больше голов. Это аксиома, как считается, игры. Ну, сейчас доказывать нечего. Сейчас забросик, да, прошел за спину защитника, но и по пределу поля. То есть, если бы пас был чуть-чуть поточнее, то мог в одно касание пробивать. Наши полузащитники со свежими силами все-таки стараются что-то создать, но все до середины поля пока. «Динамо» поинтереснее первой минуте. Я имею в виду в атаке. Ну, мы от «Динамо»-то, в принципе, этого и ждем. То есть «Динамо» должно атаковать. То есть, «Строитель» должен на контратаке ловить. Из-под тишка судья не заметил. Но мы опять же вспоминаем вот первый тайм. Удаление у «Динамо». Ну, опять же, вспоминаем первый тайм, где вот вратарю «Строителя» досталось в совершенно эпизоде, в котором был уже заигран. И «Динамовец» проезжает практически по рукам нашего голкипера.
А сейчас по рукам Грязно. нашего нападающего. Ну, это грязно просто. Так не должны так играть. Да, вот Владислав Тарасов у нас покидает поле на 10 минут в составе московского «Динамо». Нападающий. Тоже довольно молодой игрок. Карьеру провел в Кузбассе. Играл за «Старт». Играл в финале чемпионата мира среди молодежи в 2013 году. Памятном финале, который сборная России у Швеции выиграла со счетом 11-2. Довольно-таки уверенная была победа. 5 мячей в том финале Иван Шевцов из Енисея забил. Стал лучшим игроком той встречи. Ну, пока Владимиру Тарасову нужно думать не о голах, а о своем поведении и о том, как приятно и тепла Сыктывкарская лавочка штрафников. Да, если говорить об этом моменте, то, конечно, удар из-под тишка был. Это просто эмоции. Молодой игрок, он не успевал в скорости за нашим игроком, поэтому и поступил так. За что был наказан. Нужно такие моменты, конечно, пресекать, наказывать. Здесь, на мой взгляд, правильное решение. Если судьи такие моменты будут пропускать, то игра может выйти из За рамки контроля. дозволенного, Да. тем более, да. Ну а пока мы опять смотрим, динамовцы зарабатывают стандарт. Опять опасно, опять стандарт. Смотрите, уже третий угловой. Да, третий угловой в начале второго тайма. Активно С начали. игры Динамо не создает, опять же, можем. Таких 100% моментов в первом тайме Да, было наши, один. наши не выпускают по центру. Да. А Всё вот в края, угловые- да, всё в края направляет, поэтому получается так, что Ну, здесь снова грамотно защита строителя сыграла. хорошо вышли. Да, то есть тот же Максим Немцев, кандидат у нас в сборную России, выступал он в этом сезоне за вторую команду России на Кубке страны. Вот. И играл за резерв сборной на фестивале неолимпийских и национальных видов спорта в Ульяновске. Там даже стал автором одного из мячей. И сборная России тот турнир выиграла. Не без борьбы, конечно, но победа осталась за нашей командой. Вот сейчас вот пропустили в штрафную игрока «Динамо». Сейчас как раз Немцев и боролся с игроком. Да, с 18-м Я номером. считаю, что этому игроку еще много авансов дают пока, значит. Ну, ему расти, конечно. Да, еще много. Вот кто-то берет 1 минуту, видимо, наша команда решила Кстати, это вот тот же поговорить. Шабуров рвался в штрафную площадку. Ну да, тайм-аут. Начало, конечно, второго тайма осталось за «Динамо». Агрессивнее, интереснее они его проводят. Но шанс строителя будет в контратаках. Ну, сейчас как раз есть и возможность поговорить с ребятами и сказать им, что надо, конечно же, по-другому вести игру. Чтобы дома выигрывать у этой команды, надо по-другому вести игру. Надо вначале сейчас игру успокоить. Взять мяч, поконтролировать его. Сбить атакующий порыв динамовцев. Да, тренера почувствовали, что что-то не то в нашей игре, поэтому и решили поговорить в ходе матча. Ну, там Павел Яковлевич объясняет. Кому на пользу пойдет тайм-аут? Сейчас посмотрим. Тем интереснее будет просмотр. Думаю, что все-таки на пользу строителя должен пойти, потому что если «Динамо» продолжит атакующий порыв, значит, ничего не изменилось, да, то есть никому на пользу. Если сбросится, значит, на наш. Да, конечно, надо поближе их встречать, эту команду, не давать им разбегаться. Ребята молодые, бегут хорошо на коньках, катание хорошее, поэтому... Ну и тем более, да, мы уже отмечали, что погода улучшилась. Отличные условия. Снега прекратился, нету, да. Как раз игра низом пошла. Для динамовцев это их излюбленная манера. Но пока вот сейчас атака строителя. Вот один... Нет, не игры. да, Не не игры. игры, к сожалению. К сожалению. Антон Опенлендер, да. оказался вне игры. Автор 2 мячей уже строителя в этом сезоне. Перешел он в нашу команду буквально перед Кубком России. Там уже вписывался состав по ходу встреч. Хороший опытный полузащитник.
воспитанник Краснотуринского. Краснотуринска, провел карьеру в Енисее, в СКА «Нефтяники», в Байкал-Энергии и в Уральском трубнике. В общем, поиграл, можно сказать, во всех сильнейших восточных командах страны. И строителю, который ориентировался в первую очередь на молодых игроков, такой опытный такой дядька был необходим. Помимо Романа Бояринцева, опять же, который является самым возрастным в нашей команде. Навес такой, прострел навес был в вратарскую, в штрафную площадку строителя. Сейчас от ворот Максим Шакиров выводит мяч в игру. Там обозначают прессинг динамовцы. Не дают просто раскатывать мяч игрокам строителя и заставляют делать длинную диагональ на чужую половину. Ну, это Максим Немцев, все то же самое. У нас традиционно эти диагонали выполняет. Сейчас прорыв был опасный. Динамовцев сохраняет мяч. 19 номера в коробочку зажимают. Это Михаил Сергеев. Не дают ему прорваться. Не дают выйти на свидание с Максимом Все в пределах Шакировым. правил. Абсолютно точно, корректно, но и в то же время надежно сыграла оборона Сыктывкарского строителя. Смотрим дальше. В центре правил там, падение динамовца. Здесь все опять же по правилам должно было быть. Активизируются москвичи. Снова сейчас проход по флангу. И вот здесь опять ответное нарушение правил. Команда обменивается сейчас тычками, толчками. Сейчас сбивают еще от игрока «Динамо». Это 70-й номер, если не ошибаюсь, Евгений Филиппов. Нет, это у нас не 70-й, все верно, Евгений Филиппов. Тоже довольно молодой игрок. Ну, у молодых игроков, конечно, задор и скорость, Ну, да. и сил, и вот побольше, таких как вот 19-летних, 20-летних. Ну, ему как раз 20 Но лет. опыта поменьше, поэтому на этом надо сыграть нашему. Ну, это Максима Немцева как раз удаляют в этом эпизоде. Все-таки наши полузащитники более возрастные, они должны быть поопытнее. Ну, вот Филиппов, да, ему 20 лет, играл за Сипсельмаш, выступал регулярно на молодежном уровне за разные национальные команды страны. Был чемпионом мира среди 15-летних в 2012 году. В 2014 завоевывал серебро Кубка Европы среди 17-летних. И в 2016 серебро чемпионата мира до 19 лет. Причем примечательный факт, что он все эти турниры прошел вместе с Дмитрием Барбаковым из Кировской Родины, который сейчас тоже защищает «Динамо». Такую вот молодую связку нападающих, энергичных, креативных, задорных «Динамо» себя имеет в наличии. Ну, причем можно говорить, что взаимопонимание у ребят должно быть на должном уровне. Очень много наши игроки стали играть навесными передачами, забросами. Ну, Борьбы много, прессинг но что-то «Динамо» не все-таки получается, включает. да. Пытается встретить повыше наших хоккеистов строителя. А вот строитель, вот если посмотрим вот сейчас, то практически не встречает их динамовцев на чужой половине. Вот сейчас уже Это, да, на своей вся команда половине поля, откатывается на своей строителя. половине поля, да, прижимаются к воротам. Дают, по крайней мере, определить вектор для атаки, направление для нее, и «Динамо» с этим пользуется, вполне так успешно закрепляясь на чужой половине поля, и достаточно тяжело строителю приходится в эти минуты. Но вот сейчас Лихачев по флангу прорывается, сбивает его, но это же вот сбивает и заслуженное нарушение. Молодец правил, да. Артем, хорошо развивал атаку, но немножко не хватило скорости. Ну, все-таки Не убежал. не по Усейн правилам. Болт. Ну, нарушение правил, да, 62-я минута, наши начинают активизироваться. Хотелось бы, Начинает конечно, да, что-то чтобы разыгрывать. этот прорыв был не, как сказать, не единственным, именно вот моментом, который перехватит инициативу. Тем более сейчас Собственно говоря, две равных команды сегодня играют. По большому счету. Значит, кто больше физически будет лучше выглядеть, тот и выиграет сегодня. Ну и вот, да, Андрей Золотарев, опытнейший защитник. Тут о нем можно говорить до бесконечности. 46 лет, заслуженный мастер спорта.
Давно он не был на скамейке штрафников в Сыктывкаре. За «Динамо Москва» Золотарев играл еще в сезоне 93-го года. То есть вы можете представить, что уже прошло 24 года с того момента, как он выступал за московский клуб. Провел свой первый матч. В современном хоккее сейчас никто в паспорт не заглядывает. Если ты выглядишь хорошо и уверенно, и имеешь свою физическую форму, умеешь следить за собой, умеешь готовиться, но опять же, можно играть очень долго. Да, 46 лет, и то, что он играет на этом уровне, это показатель мастерства и правильного отношения к спорту у спортсмена. И к себе, конечно. И к себе, да. Но сейчас апеллирует. Шабаров просит пенальти, но... Нет, за такое это не дают, вы что? Вот ответная контратака Строителя, здесь в мяч, здесь предельно чисто. А вот здесь уже должно было быть нарушение. Вот но мяч у наших, бросок! Удар. Хороший удар, но мимо ворот. Да. Можно было забивать так-то второй мяч. Но сейчас удаление должно быть в составе «Динамо». Отложенный штраф. Дал арбитру завершить атаку. И «Динамо» сейчас в меньшинстве. Должно быть. И при этом, я так понимаю, мяч еще у Строителя останется. Все-таки стандарт. Да, сейчас стандарт будет, свободный удар. Легошин Александр у нас удален, 24 номер в составе «Динамо». Вот сейчас момент. Мимо ворот. Да. Снова приходится выдыхать. Поточнее надо пробивать, конечно. Моменты есть, надо их реализовывать, иначе не выиграешь. Да. Были моменты и у тех, и у других. Александр Легошин, даем игрок, тоже, можно говорить, что тоже молодой. Провел всю свою карьеру в Нижнем Новгороде, играл за Нижегородец, за «Старт». В 2016 году еще выступал на чемпионате мира среди молодежных команд. До 21 года завоевал серебро. В финале наша дружина уступила шведам со счетом 2-3. Вот такая вот титулованная молодежь у динамовцев. Но пока это не помогает гостям. 1-1. Сейчас заранее. Один из опытных игроков, Шабуров, с мячом. Тут... Через него все идет. Ну, это ключевой игрок, да. Связующее звено в центре поля у московского «Динамо». «Динамо» с Шаборовым и «Динамо» без Шаборова — это разные команды. Честь и хвала такому хоккеисту, который не бросил молодежь, не ушел в другую команду, а остался играть за «Динамо». Предложения-то наверняка были. И, конечно, таких игроков в любую команду, конечно, пригласят. И тем более любая команда будет усилена этим игроком. Пятикратный чемпион мира, на секундочку. И вице-чемпион 4-кратный. Играл даже вот сейчас, в 2017 году, на чемпионате мира. В том финале, который Россия... Тоже воспитанник кировского хоккея. Ну, можно только представить, какой была бы сейчас родина, если бы в ее составе играли те воспитанники, которые в других клубах Суперлиги в настоящий момент выступают. Страшно подумать, да. Это была бы просто сильнейшая команда, ну, может быть, не только страны, но и мира. Но вот сейчас атака с Строителя от ворот, да. Болельщики, конечно, недовольны. Будем говорить прямо, судье виднее. Пока что арбитры беспристрастны. Свое решение судья никогда не поменяет. Поэтому, если был свисток... Эпизоды, конечно, бывают, но это такие единицы, когда арбитры в основном не меняются. Но и у нас еще, давайте не будем забывать, что видеоповторов пока в хоккее с мячом нету. А может быть, после каких-нибудь видеоповторов судья бы мог поменять свое решение. Но здесь нет. Ну, повторюсь, претензий никому нету. Сейчас забивают у нас 27-го номера Старикова из «Динамо». Видимо, да, просит у нас хоккеист Строителя пройти на скамейку штрафников. Максим Зубарев вроде бы это был. Такая хорошая, жесткая мужская игра идет на поле. Но это тот хоккей, который приятно смотреть. А да, даже будучи интересен, когда если ты пропускаешь игрока, который развивает атаку спокойно, то это уже не хоккей.
Видите, все, Вот да, вот Максим Зубарев у нас. все близко друг к другу, все в отборе, все стараются контратаковать сразу же. Ну вот сейчас смотрите, вот такой хороший дриблинг в Это исполнении. нравится болельщикам. Вот четверых практически прошел, но все-таки не дали разбежаться оборону Динамо. Хоккеисты строителя. Главное не делать ошибок. Особенно в обороне, тогда будет все в Нет, ну порядке. спорт он строится на ошибках, конечно же. Ну, кто Без сильнее, ошибок, да, сейчас кто меньше ошибается, тот и Сейчас я выиграет. уже говорил, что две равных команды, и кто физически себя будет до конца этого матча выглядеть лучше, тот и выиграет. Ну вот сейчас угловой должен у ворот Дождались мы Динамо. углового, надо как-то разыграть. Да, потому проходит что такое его, мини-совещание, такое хорошо совещание. пробить. Хотел, конечно, сказать совещание в филях, но совещание в филях, оно все-таки защитное, а нам нужно победное и атакующее. Поэтому Да, давайте. главное, чтобы они правильно договорились. Совещаться можно сколько угодно. Главное, подача была хорошая. Углового. Ждем. Ну да. Расположились игроки на радиусе. Сейчас ждем подачи с фланга. Иван Кораблин. Выше. Не попал. Да, мимо ворот. Чуть-чуть. Хороший удар просто. Заградительную сетку мяч сколыхнул. А хотелось бы, чтобы сетку именно ворот. Ну вот у нас уже половина второго тайма позади. Давайте сейчас смотрим еще этот момент удара. Да, Иван на первого бьющего. Показалось, что чуть-чуть раньше выбегали игроки Динамо, но это только показалось. И вот да, вот выше ворот. Не знаю, сантиметров 20 ниже и вполне. Ну, Иван уже забивал в этом сезоне. Причем как раз с угловых, да, Да, со да. стандартов. Поэтому мы ждем тоже от него хороших ударов. Именно в створ ворота, а не мимо. Ну, Иван у нас и в прошлом году был штатным исполнителем стандартов, 12-метровые бил регулярно. На угловых часто его на удар выводили. Что можно сказать, что удар у этого хоккеиста есть, удар поставленный. Ну и надеемся, что еще не раз порадует он им наших болельщиков, нашу команду. Хотелось бы даже, чтобы порадовал в этой игре. Еще есть у нас 20 с лишним минут. Напоминаю, что у нас еще к основному времени будет минута добавлена за тайм-аут. Так что 22 даже. Пока что мяч на половине поля строителя. Высматривает направление для атаки. Будет заброс сейчас в штрафную площадку. И там да, борьба за мяч. И получает опять повреждение хоккеист Сыктывкарского клуба. Но Булатов там прогнулся. Все, в основном робко как-то наши контратакуют и атакуют. В Хотелось, основном да, все через поострее. центр. Все, хотелось бы, чтобы краями где-то поиграли наши ребята, чтобы убегали. Видите, а в центре их встречает, вот как больно. Вот выползает, да, вот у нас. Встречает. Жестко. Это Евгений Люхин, наверное, у нас, да, 37-й номер. Евгений Люхин получил небольшую травму. Наверное, сейчас замена-то произойдет. Этого, Ну, он конечно, не покинул, видим. покинул. Ну да, и должна Поле, замена и произойти. замена. Там больно сейчас Люхину. А вот сейчас уже вылетает игрок Динамо прямо в объятия сыктывкарских запасных. Опасно около борта сыграл наш защитник. Опасно, тоже но могут на ударить. грани фола, да, то есть можно было удаление. Борьба идет настоящая, мужская. Что тут добавить? Не хотят уступать никто друг другу. Интересный матч. Держит напряжение болельщиков. Он абсолютно непредсказуемый вот на данный момент. Что можно предсказывать, так это то, что мячей мы, если увидим, то немного в оставшееся время. А вот счет победителя и будет ли он, это да. Реализация страдает. Голевой момент-то есть. Поэтому да, вы правы. Наверное, не будет много голов. Возможно, даже мы увидим только один мяч. Возможно. Все идет к тому, что судьбу поединка один только единственный предопределит. Прогнозировать хоккей с мячом ничего нельзя. Хоккей с мячом. Ну, мы уже сегодня уже посмотрели в перерыве, да? Мы уже посмотрели в перерыве параллельные результаты. Да, авторитета хоккея с мячом нет. Видите, сейчас и Волга обыграла Красноярск все дома. Сегодня в ничью сыграли Водник с Байкал Энергией. Поэтому борьба идет.
Сейчас какие-то разногласия появились. Ну, сейчас мы смотрим, там игрок Динамо, видимо, не хотел покидать площадку. Его, видимо, возможно, за неспортивное поведение. Ну, факт остается фактом, что он просто сейчас отдохнет эти 10 минут. Может быть, поменьше, если Строитель забьет мяч. Говорится, мы только за. Строитель опять в борьбу. Там мяч выигрывают динамовцы. Сейчас прессингуют наши хоккеисты. Здесь даже небольшое нарушение правил. Вот градус накаляется. Тут уже маленькие стычки начинаются. Это, конечно, к хорошему ничему не приведет. Я думаю, судьи разберутся в этом. Ну, вмешаются, да. Вмешаются в это. Игра пойдет в более спокойное русло, но спокойствия все равно никак не будет. Счет 1-1, а остается так буквально там 18-20 минут. Все понимают, будет. Что один гол может решить все. Весь итог матча. И как бы нам бы хотелось, чтобы он оказался в воротах Динамо. Да, совершенно не беспристрастные комментаторы. Хоккея, которые сейчас наблюдают с экранов своих телевизоров, они тоже хотели бы, чтобы... Ну, будем откровенны, даже вот сейчас для интриги гол в ворота Динамо был бы шикарен. Потому что мы увидели бы просто настоящий шквал атак со стороны москвичей. И это была запредельная скорость игры. Очень плохо, что мы не видим такого игрока, который мог бы решить этот вопрос. В одиночку, например, даже. Даже в одиночку, даже в результате какой-то комбинации. Угловые пока не идут, штрафные не идут. Ну почему не идут? Угловых просто мало. Чтобы... момент не попали. Сейчас был. Да. Кораблин хорошо приложился. К сожалению, чуть выше. Ну, все равно маловато стандартов в исполнении Строителя, не зарабатывает. Но опять же, бортовика нету ведущего, который, как правило, в том сезоне, в начале этого, зарабатывал большую часть угловых. На Лаютшине регулярно нарушали правила, регулярно его сбивали, выбивали мяч на угловой. Хорошая, быстрая фланговая атака. Вот сейчас мяч мечется по... Вот, пожалуйста. Да. Вот, пожалуйста. Заметался мяч по штрафной площадке. Капитан команды, вот, когда тяжело команде, капитан команды забивает гол. Подкараулил и неотразимо провел. Но какие-то могут быть вопросы к Шакирову, да? Ну, никаких абсолютно. Атака через край, расстрел и... Ну, там не повезло с рикошетами, конечно. Не повезло. Сергей Шабров делает счет 1-2, да. Но время еще есть, можно еще играть. Ну, раскисать рано, на самом деле. Ну, смотрите, вот это вот... Подстегнет. Вот один неприкрытый, и сходу бросок, удар, и все. Не остановился, видите, он не остановился, он вроде бы... Доиграл момент до конца. Да, вот он вроде вот он выкатывается. Руки, вот прострел, удар, не расслабился, не остановился. А вот если бы мяч бы к 10-му откатился, то, возможно, был бы, конечно, офсайд. Все-таки за линией находился, последних защитников. Шабаров, да, оставался на линии, неприкрытый. Для такого мастера попасть с 1,5 метров по воротам, это 99 мячей из 100. 76-я минута. Время еще есть. Надо, конечно, теперь что-то нам предпринимать. Может даже раскрываться, где-то что-то, какие-то атаки проводить. Смогут ли? Есть ли силы? Хотелось бы. Ребят? Хотелось бы, чтобы смогли. Обидно будет такую игру отдавать, на самом деле. То есть, не видно, за счет чего Динамо именно выигрывает эту игру, да? То есть, видно, что они за счет удачи. В атаке они, конечно, поактивнее были. Поактивнее, но эти моменты... В атаке они поинтереснее, чем наши, и поактивнее, они в линии атаки. Но голы они забили, не вытекающие из... Они должны были забивать голы в других моментах. Не в этом, по крайней мере. Здесь просто удача на их стороне оказалась. Но сейчас свободный удар. Стеночка же заранее шатается. Получает в этом предупреждение. Да. Удар издали. И мяч в воротах. Опытный вратарь. Такому
вратарю 40 метров не забьешь. Такому вратарю забить 40 метров нужно очень сильно мешать. Там, обзор загораживать, или чтобы там мяч скакнул как-нибудь не так, или рикошет То есть сыграть нестандартно? Ну да, не знаю, но вот здесь... Нужны силы и возможности. Да, но здесь было все видно, мяч влетел по прямой, вполне спокойно Рейн занял выгодную позицию, забрал мяч в руки. Правильное место в воротах очень большое дело для вратаря. Да, ну вот сейчас будем смотреть. Опять угловой. Да, как наша команда, как Строитель будет обороняться. Очередной стандарт ворот сыктывкарской команды. Готовится на линии ворот команда. Выбежать, встретить этот момент. Вот сейчас предельно аккуратным нужно быть. Свисток остановит эту игру. Ну и заодно Максим Шакиров размялся, отбил мяч, пущенный по его воротам уже после свистка. Ну, к вратарю претензий нет у нас. Не могут быть их по этим мячам, конечно. А вот сейчас момент. Атака сыктывкарского Строителя. Ну, вот, к сожалению, вот затухает она. То есть не получается обострить в нужный момент. Точный последний пас выдать тоже не получается. Атака сохраняется. И вот уже мяч у динамовцев. Предельно аккуратно сыграла оборона москвичей. Правда, перехват. И вот здесь уже нарушение правил. Не хватает что-то наших линий атаки. Ну, у Строителя же тоже молодая команда, на самом деле, если посмотреть. Таких вот опытных ребят, повидавших уже все на своем пути, мало. Опенлендер, да Бояринцев. Нам бы Шабурова. Да, Шабуров нам бы не помешал. И Булатова, который вот накануне этого сезона ушел в московское «Динамо». Из Волги Ульяновск. Ожидаемо ли, кстати, для вас было то, что из Волги он вернется именно в «Динамо»? Ну, это его команда была. Видимо, там у него и семья, и я думаю, что все проще, поэтому туда и уехал. Сколько он много же сыграл сезонов за эту команду. Я думаю, что когда его пригласили, он не стал отказываться. Я не знаю, что его не устроило в команде Волга Ульяновск. Ну да, это тоже. А то, что он уехал в «Динамо», да, ничего такого непредсказуемого. Просто перед сезоном многие болельщики, когда услышали, что Булатов покидает Волгу, очень сильно хотели увидеть у нас Строителя. Уезжать, правильно? Согласен, да? Это игрок сборной, он должен играть в хорошей команде. Ну, сейчас удаление в составе сыктывкарского клуба. Сейчас посмотрим, а за что, да? Сперва показалось, что правила нарушал москвич, игрок «Динамо». Не все нам 10 минут осталось. Да, не все нам подвластно нашему взору. И вот перехват со стандарта. Сейчас атака Строителя, контратака разгоняется. Пас на фланг. К сожалению, не очень удачный. Нет, ни одного активного нападающего, ни одного активного полузащитника, даже Антон Опенлендер, да. Ну, когда было трудно во всех этих предыдущих матчах, конечно, он брал мяч. Строителю нужно два игрока. Давайте сейчас так посмотрим. Наверное, это еще один игрок центра поля, центра полузащиты, и еще один нападающий. Пока вот мы сейчас увидим угловой в исполнении сыктывкарского клуба, вот еще одного нападающего нужно. Нападающего уровня Пахомова Максима. Да, хотя бы, да. В команде тогда можно что-то уже... То есть, если мы посмотрим, ну, есть у нас Михаил Садитков, но этого мало. То есть, один не вытащит он игру. При всем уважении. И при том, что он реально старается, выкладывается сюда на поле, но одного нападающего мало. Второго бы еще. Ну, в конце концов, не Федосееву же бросать на финальные 9 минут при 1-2. А я думаю, что можно и своих игроков использовать.
Ну, мы на Федосеева посмотрим, наверное, с вами завтра на матче «Строитель 2, Родина 2». Ну, вот это точно посмотрим. Там-то вот у него будут все шансы. И на Агафонова Никиту И, посмотрим. и в принципе на всю Медведя. молодую поросль. Да, потому что завтра в 10 утра, напоминаем, будет матч «Строитель 2, Родина 2». Пытался бросить наш игрок вместо удара, но тоже не получилось. Все Ну, меньше и меньше по-моему, этот времени. мяч неудачно лег на клюшечку. Все меньше и меньше времени остается до конца матча. Ну, ничего пока не видно. Коротко, того, если чтобы вот исправить этот да, матч. если вот о шансах завтра нашего дубля есть возможность, есть шансы победить кировчан? Ну, конечно, есть. Но тут ведь молодежь, она есть молодежь. Как она завтра Непредсказуемая. настроится, да. Ведь кировская команда Родина 2 всегда была очень хорошей командой. Там хороший тренер у них есть, давно работает. Они следят за своей молодежью. Они стараются запускать юниоров туда, значит, все побольше своих игроков. Там нет никаких неприезжих, никого. Вот, поэтому команда всегда хорошая. Завтра будет интересный матч, да. Ну, а так что приглашаем всех на трибуны поддержать нашу команду. 10:00, центральный стадион, «Строитель 2, Родина 2». Ну, Давайте а пока закончим вернемся этот к этой игре. Да, там у нас вот до этого был прострел от Антона Пенлендера с фланга, не дошел до адресата. Сейчас попытка номер 2. Сейчас заброс в штрафную, там снова борьба за мяч идет. И вот дальний удар сходу пытался пробить хоккеист Сыктывкарского клуба. Ну, это так, разминка Рейна. Рейна. Хорошая фамилия у Андрея. Рейн. Могла быть Одер, Висла. Или другая река, если уж так покаламбурить. У нас он был бы Андрей Вычегда. Пока что у нас нет, он не намечается, но мы пока не видим, за счет чего у нас Строитель пытается попробовать сравнять счет. Да, по-моему, Строителю вряд ли удастся что-то сделать. Ну, давайте так посмотрим. Динамо помогла удача, счастливый рикошет. Ну, почему бы... сильнейшим. Ну, а почему бы нам бы не порассчитывать на эту удачу? Теперь уже тактика игры, понимаете, уже поменялась. Видите, уже Динамо играет на контратаке. Да, это да. И если мы пропустим еще один гол, то это... Сейчас, наверное, должно быть удаление, возможно, в составе Строителя. Там задержка была, клюшка. Тяжело Может быть, дается, простят, тяжело конечно. дается игра нашим игрокам, видно, что... Да, вроде простили. А нет, вот Артем Лихачев все-таки получает синюю карточку. Второе удаление для него. Но Артем Лихачев у нас в этом сезоне уже отмечается не только удалениями, но и мячами заброшенными. 2 мяча на его счету. Довольно хороший показатель для молодого полузащитника, выступающего за Строитель. Если бы он выступал бы за СКА Нефтяник, 2 мяча, это было бы мало, наверное. За Строитель вполне интересно. Самое главное, чтобы мячи были решающими, понимаете? Нужными, решающими. Так как вот сейчас остается буквально, значит, где-то 5-6 минут. Сейчас нужен гол. Сейчас, для начала, нужен контроль мяча и атака. Хорошая атака. Хорошая атака, да. Создать что-то. Потому что пока вот был мяч у Динамо, ну, как о каком мяче можно идти, была речь, да? Вот сейчас Динамо перехватывает его и отрабатывает защиту Строителя. Ну, нарушение правил, хотя, наверное, здесь можно было оставить все как есть. Довольно такая равная была борьба за мяч. Стандарт, ну, тут, конечно, доворот далеко-далеко и будет розыгрыш. Откатывается Динамо, не идет в атаку, ну, а им и не надо. Будем говорить прямо. Да, очень простая тактика сейчас. Вот это пусть... Они понимают, что сейчас надо Строитель. Они убивают время. Да, они поэтому не торопятся. Сейчас хорошая, вот видите, как они хорошо играют в отборе. Да. Не дают развития. 3 очка же не пахнут, да. Никто не будет вспоминать о том, как играла Динамо на последних минутах. Все будут помнить 1-2. Тем более игра на выезде. Да. А в Сыктывкаре легко не будет, ну, никому из оставшихся команд. Мы хотели видеть хорошие атаки нашей команды, но их нет. Сипсимашу нет голов.
Сейчас атаку Сыктывкарский Строитель разгоняет от ворот своих, начинает. Там удаление в составе Динамо. Павел Пожилов, молодой нападающий, молодой полузащитник. Это автор как раз 5 мячей на Кубке страны, ворота Сыктывкарского клуба. Между прочим, последняя победа Сыктывкарского Строительного Динамо датирована сезоном 2000-2001 года. Тогда обе игры остались за Сыктывкарским клубом 7-1 и 3-1. Но это как раз тот самый сезон, который стал последним для Динамо в высшей лиге. И сейчас, с тех пор Строитель не выигрывал, не набирал очки в матчах с Динамо. И пока динамовцы близки к тому, чтобы продлить эту свою светлую серию, а Строитель к тому, чтобы черный. Сейчас Шабаров подает очередной угловой. Это очень опасно. Ну, это очень. Тут, каждая его подача нас заставляет понервничать. Видите? И 1-3. Ну, пожалуй, это точка в матче. Выстрел, да. Это победа Динамо, ясно. Остается поздравить хоккеистов московского Динамо все-таки заслуженной победой. Иван Щеглов, опытный игрок, посмотрите, Дубль. Как он Дубль Ивана Щеглова. попал в самую девятку. Сейчас, если будет повтор, то любители хоккея посмотрят, как надо бить. Как надо угловые. разыгрывать, да, стандарты. Вот посмотрите сейчас. чего не хватило Ивану Кораблину, хватило Ивану Щеглову. Вот он ударил и попал. Ну, точно, у вратаря шансов, конечно, нет. Наши ребята, конечно, очень плохо вышли на этот угловой. Не подставили себя защитники, и он попал. Вот даже болельщики уже пошли. Ну, там на выход, потому чтобы не было толпы, Болельщики очереди. Пошли с хоккея. Ну, конечно, 1-3. Было бы здорово и все-таки увидеть борьбу на последних минутах, чтобы Строитель не сдался. Играть еще есть пара минут, да, чтобы не пропустить еще один мяч. Один момент, вот, пожалуйста, давайте. Да, вот накажите хороший, в контратаке. И вот пас, сейчас прострел, пас, выход с угла, там уже срезали. А вот здесь-то что? Всего лишь угловой. А ведь довольно опасно цеплял защитник Динамо нашего игрока. Вполне, то есть 77-й номер, это у нас Сергей Шибонкин, капитан команды. Убегал как раз 71-й номер, Опенлендер. Да, но силами тоже. Ну, Сегодня, игрок стартового сегодня состава, не самый лучший матч его. Что то, что другое, не практически весь матч на льду. Сил, конечно, под конец не хватает. И есть. Да. Ушел мяч. Заскочил. Нет, мимо. Показалось первого раза, что заскочил, и трибунам тоже показалось. Выдохнули, да. Момент-то был. И по моментам-то Строитель не сильно-то проиграл. Давайте так. Довольно... Если отбросить стандарты, то по моментам Строитель вообще не проиграл Динамо. А по игре проиграл? А по игре, да. Ну, по игре, особенно во втором тайме, это интереснее, конечно, молодые игроки Динамо были сегодня весь матч. Они шли под, как говорится, они на пролом шли. Шабарова, да, центрального полузащитника. Он вел настоящий диспетчер игры. Да, через него вся игра шла. Ну, остается только снять перед ним шляпу, да. Жалко, конечно, да. Теряем очки со своими командами. Ну, я думаю, что Динамо, конечно же, будет бороться за выход в восьмерку. Да, я думаю, оно выйдет. Да, а нам самое главное сейчас найти свою игру и не терять очки со своими основными соперниками. И не терять настрой. То есть начинали. Есть наши соперники, настрой, которые вот мы обыграли Зорки, значит. Есть Динамо Казань, да, есть у нас есть команда, Родина Киров. Если мы будем выше их, значит мы полдела сделали. Да. Вот еще сейчас атака Строителя, он не бросает Сыктывкарский клуб атаковать, играть. Это похвально. Не опустили руки, борются до победного, и это главное. То есть обещало руководство и тренерский штаб Строителя, что клуб будет биться в каждой игре. И мы, по крайней мере, это видим. Обещание это сдерживается. Конечно, хотелось бы видеть сегодня, кроме желания, агрессии, борьбы, еще и 3 очка и победу, но не удалось, да. Ну, что поделать. Будет в следующий раз. Будет на нашей улице праздник.
Вот. И отрадно, что Строитель все-таки завершает эту игру на чужой половине. Через месяц будет у нас. Домашний только. Домашний, Ну, сейчас у нас уже трудный выезд, сейчас предстоит команде. сейчас 4 домашних игры у нас было в ноябре, поэтому нужно небольшую паузу взять от хоккея с мячом и болельщикам в том числе, чтобы для них следующий матч уже был настоящим праздником, да, а то можно сказать, что немножечко поднаелись мы все хоккеем с мячом. Ну и опять же, те, кто не наелся, добро пожаловать на матчи Строитель 2 уже завтра. Все, матч окончился. Завершилась у нас игра. Строитель, Сыктывкар, Динамо Москва. Счет 1-3. Спасибо всем, кто смотрел, кто слушал, кто болел за свои команды. Спасибо. До свидания.